Собственно, представители движения Stop Trump, Never Trump действительно обещали некие сюрпризы, но не получилось. По штатное голосование, объявление результатов в результате, конечно, закончилось тем, что Трамп ожидаемо получил номинацию. Надо было соблюсти процедуру. Каждый штат объявлял результаты распределения голосов делегатов. Вот в соответствии с тем, как проходили праймерис и кокусы. Одни голосовали за Трампа, другие за Круза, кто-то отдавал голоса Кейсику и Рубио. Но все завершилось тем, как и предполагалось, триумфом Трампа, причем специально даже по расписанию сдвинули Нью-Йорк, чтобы дети Дональда Трампа могли объявить, если хотите, короновать папу в качестве главного кандидата от партии. Давайте послушаем Дональда Трампа-младшего. Это честь для меня — поставить Дональда Трампа на первое место по числу делегатов, отдав ему 89 голосов и еще 6 голосов Джону Кейсику. Папа, поздравляем, мы любим тебя. Ну, собственно, Дональд Трамп, несмотря на то, что были сообщения, что он может появиться на сцене и даже поблагодарить за номинацию, этого не случилось. Дональд Трамп появился посредством видеопослания. Якобы он где-то проводит вместе с Меланией вечер, но вот что он сказал. Добрый вечер. Как вам там? Веселитесь? Я и Мелания провели отличный вечер накануне. Невероятный вечер. Но сегодня очень особенный день. Видеть моих детей, которые вывели меня на первое место, видеть единение партий. То, что мы сделали, кампанию, которую провели, я никогда этого не забуду. Дональд Трамп, конечно, вчера должен был отмечать свой триумф, и, собственно, вечер прошел под знаком его победы и критики Хиллари Клинтон. Дело в том, что на съезд пригласили выступать генеральных прокуроров из разных штатов и представителей силовых ведомств, которые только и говорили о том, что Хиллари Клинтон надо отправить в тюрьму за ее проделки, за историю с имейлами. Но любопытно, что вообще-то должны были обсуждать экономику, но полностью сосредоточились на Хиллари Клинтон. Она у себя в Твиттере тоже отреагировала на эту критику, прошлась по, в частности, губернатору Нью-Джерси Крису Кристи.